танки над Тбилиси, это был грузинский лозунг. Так хотел грузинский народ. ამ ვიდეოში მინდა მოგესმენინოთ, რას ამბობდა ჯერ კიდევ წლების წინ ცნობილი რუსი პროპაგანდისტი ალექსანდრ დუგინი რუსეთის გეგმებზე საქართველოსთან დაკავშირებით. ამ ვიდეოში დუგინი საუბრობს ქართულ ნაციონალიზმზე, როგორც რუსული ინტერესების მთავარ შესაძლო დასაყრდენზე საქართველოში და ამბობს, რომ შეიძლება ამ ადამიანების გავლით მოახერხოთ საქართველოს დამორჩილებაო. ხოლო თუ ეს არ გამოგვივიდაო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი სხვა, მათ შორის სამხედრო გზა და ოკუპაციაც მისაღებია, ოღონდ ამჯერად ოკუპაციას რომ დავიწყებთ 2008 წლისგან განსხვავებით, თბილისამდე უნდა გავიდეთ. Обратного хода в признании Южной Осетии и Абхазии не будет. Это исключено. Какая сила в Грузии может быть для нас интересным партнером для диалога? Это, конечно, только грузинские националисты, которые будут за Россию не потому, что они за Россию, а потому что они за Грузию. Они поймут, что без России Грузии просто не будет, она распадется. И вот эти рациональные грузинские националисты, это, на мой взгляд, тот субъект, с которым надо работать. Значит, еще мы можем оккупировать Грузию. Для этого нам нужно какой-то повод. Повод, мы знаем, в истории может быть, может не быть, он создается. Я не исключаю этот вариант. Для того, чтобы американских баз не было, если придется оккупировать Грузию, надо оккупировать Грузию. Под каким-то справедливым, таким благовидным предлогом. Или без оного. То есть, если мы начнем войну, мы должны выиграть. Если мы там оккупировать, начнем вводить танки на Тбилиси, мы должны взять Тбилиси. Если мы поставим задачу привести к власти пророссийских политические силы. Сейчас таких мало в Грузии, на самом деле. Но мы должны тогда привести пророссийские политические силы. Если мы найдем субъектов других, которые, тем не менее, обеспечат нашу задачу отсутствия военных баз в Грузии, мы должны найти таких субъектов и поддержать их максимальным образом. А вообще, строго говоря, у нас должны быть, на мой взгляд, у нашего руководства все планы. И действовать надо в зависимости от того, какой из них окажется более действенным. Мы вошли в Абхазию, в Южную Осетию. Но начав сказав почему мы не сделали Б? Почему мы дальше не взяли Тбилиси? Они были готовы перейти на нашу сторону. Просто на нашу сторону. Одной из грузинских партий мне рассказывал, что ему звонили из Алагорского района и из Гори в момент, когда туда вошли наши войска. Звонят и говорят, ой, русские входят. Он говорит, я к вам еду. Там, наверное, сейчас трагедия начнется, я буду с вами, с моей партией защищать, там умру. А они говорят, да нет, мы стол... А сейчас, говорят, что происходит через час? Стол поставили, накрыли, сидим с танкистами, выпиваем. Это, говорит, грузин, который большой симпатии к русским не испытывает, на самом деле. Это вот так оно было, на самом деле. Поэтому танки над Тбилиси, это был грузинский лозунг. Так хотел грузинский народ. დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე აშკარად ვხედავთ, რომ რუსეთმა საქართველოში ეს გეგმა განახორციელა. ზუსტად ასეთ ეროვნულ და ნაციონალისტურ ძალებზე დაყრდნობით, რომელსაც დააჯერეს, რომ რუსეთთან მეგობრობა რეალურად არის საქართველოს და ქართული ეროვნული ინტერესების დაცვა. სინამდვილეში კი ეს არის ჩვეულებრივი ოკუპაცია, უბრალოდ ოდნავ განსხვავებული გზით.